Тягу к азартным играм и онлайн-казино можно перебороть совместными усилиями, опираясь на просветительскую деятельность и на помощь психологов. Ведь человек, образно говоря, вошедший в эту воду, получает своеобразный наркотик в виде финансовых ожиданий. И справиться самостоятельно с этой зависимостью он уже не в силах. Современная жизнь преподносит разного рода сюрпризы. И один из таких – лудомания и игромания. Это психологическая зависимость от игр, нездоровый вид интереса к развлечениям и ставкам. Редкие выигрыши все больше подогревают интерес к все более новым ставкам. Ослепленные жаждой новых эмоций, люди порой не способны осознать, в какую яму, и не только финансовую, попадает человек. Этой болезни подвержены все возрасты. Под удар могут попасть не только дети, но и достаточно взрослые люди. О том, как он стал зависимым, насколько это опасно и в какую пучину может затянуть эта страсть, согласился рассказать один человек. Он на себе испытал, что значит быть зависимым от игр и онлайн-казино. Как ты стал зависимым? Ты вот помнишь это время или как бы вообще для тебя это как-то плавно произошло? Я смотрел видео в YouTube, там я увидел некоторых блогеров, которые вот непосредственно играли в казино, выигрывали огромные суммы, там начиная от 100 тысяч и выше, что я решил попробовать, думал, что и я так, собственно, смогу, но, к сожалению, я так не смог. Проиграл большую часть своих накоплений на тот момент, потом уже проиграл зарплату, которую на тот момент получил. После, конечно, уже пошли долги. Занял у одного, потом у другого, у родственников. К счастью для меня, я смог вовремя одуматься и, так сказать, не вошел в такую огромную долговую яму. Что вот тебе помогло одуматься, вот прийти в себя, вот что ты чувствовал? А не было такой мысли, что вот эти блогеры самые, которых ты смотрел, что это могут быть подставные лица? Это все может быть по договоренности, чтобы больше завлечь людей. Да, это я узнал только после, когда уже начал тонуть в долгах, скажем так. Я решил посмотреть вообще отзывы на этих блогеров, на эти казино, на эти ставки, на все. И потом понял, что таких, как я, очень много, которые проиграли, можно сказать, все, что у них было. Но я, к счастью, свои квартиры, машины, ничего такого не проигрывал. Но там были люди, которые даже проигрывали деньги, которые они откладывали на очень важные вещи. Там, к примеру, операция, свадьба, переезд, покупка каких-то там домов, квартир. Я, к счастью для меня, я не так сильно пострадал, как многие люди. Что бы ты мог сказать вот тем, кто играет в онлайн-казино, вот эти ставки, очень много времени проводит за компьютерными играми? Я бы им посоветовал поскорее с этим завязывать. Потому что, как многие надеются вот выиграть большую сумму и завязать с казино. Скажем так, это мечта каждого игрока, каждого лудомана. Каждый надеется, что он вот сегодня выиграет какую-то там энную сумму денег, и он больше никогда не будет заходить в казино. Но это такой путь, который не прекращается. Ты каждый день пытаешься, но идешь все больше и больше в долги. На дно, скажем так. Я дам им совет просто отложить телефон, компьютер куда-нибудь и уехать от этого всего, чтобы отвлечься. Мне помогло то, что я уехал на некоторое время на море, там я забыл про казино, потом я вернулся и уже отдыхал от телефона, от интернета, чтобы завязать с этим. Если учитывать последние достижения и исследования в научном плане, фактически это по симптоматике, по поведенческим признакам и по решению проблематики аналогично обычной зависимости от психоактивных веществ. То есть алкоголь, наркотики, табак. Фактически это одно и то же. Зависимость состоит в том, что стандартные так называемые психоактивные вещества, к ним относятся либо растительного происхождения вещества, либо произведенные синтетическим путем. Если даже человек раз в месяц уже ходит, играет в соцсетях, будь это он посещает казино, играет там вот эти азартные игры, уже можно считать, что уже надо бить тревогу, что у человека начинается зависимость. И непременно уже надо обращаться к психологу. Непременно, когда он начинает, у него начинается и плохое настроение, у него начинаются именно вот проблемы с сердцем, уже эмоциональное воздействие больше здесь обладает человеком.
что человек уже настолько они негативно влияют на состояние человека, что даже может именно вот эта зависимость может сказываться на общении с своими родными и близкими. Могут возникнуть даже проблемы с общением со своими друзьями. Он даже может потерять своих друзей. И даже вплоть проблемы на работе. Спрашивается, почему? Даже элементарный человек, когда приходит на работу, он не может сосредоточиться и заниматься своими рабочими делами тем, что он не выполняет свои домашние, именно не выполняет свои рабочие обязанности и начинает даже на работе играть в эти игры. И, соответственно, уже даже вплоть до увольнения своих, даже вот это халатное отношение к своей работе может сказываться также на работе. И в современном научном мире уже ведется разговор об этом на официальном уровне, что в ближайшие годы они будут официально приравнены к психоактивным веществам. Еще 26 мая 2019 года, вот совсем недавно, в Женеве на Всемирной ассамблее здравоохранения было принято решение о том, что новую версию международного классификации болезней 11-го пересмотра, в которую включены более 50 тысяч заболеваний по всему миру и которую курирует Всемирная организация здравоохранения, было включено новое психическое расстройство. Оно называется игровым расстройством. Зависимость человека независимо от пола, независимо от возраста, от технологических устройств. Это может быть телефон, компьютер, планшет. Это может быть предметом выступать здесь либо социальная сеть, либо какая-нибудь игровая приставка, либо иное технологическое новшество. Психика его действительно уже полностью зомбирована. Сам себе он помочь не сможет. Просто там, потому что человек, он никого не слышит. Вот именно эта зависимость уже больше обладает над психикой этого человека. Они теряют свои деньги. Вот этим они теряют даже уважение среди своих друзей и родных, что человек уже может завраться, что он каждый раз обманывает себя, вот именно утешить эту зависимость, потому что его главная цель – выиграть. Запретность и пагубность таких игр подтверждается и в исламе. Все мусульманские ученые едины в утверждениях о недопустимости азартных игр. азартные игры شوي حالات صحة دال شي قرآن شوح قلشنو عليه الصلاة والسلام شي حديث شكح حارم ديندو azartные игры شو لوزر وشا دالة ديل سناقوس ورد تأ تحقق أرق ملر تأ دولشلوق إن واش تحن مغري حقيندو شي قرآن شوح سو وين قوي دقيق إن واق إخلار هند ألش سو دوزلن بيشو بوغم هبو ورسي متاج экономическом плане os دوزلن زيادو سو هند ألش os لوزر شنيوق أول ستق تون azart حلق يولي توشيه بولشو باخم يقبل ماشيه حسمش قبل نخكي نوين دال ويتون حالش دويل دال جين دويل تون ديل مغني مگرداس بوسل بستيغا اشتدل شومنخ داوخ ولا اشتدل شومنخا так илауза цуюка хила дал те хаберкти. Очевидно, что в сюрпризах современности такого рода нет никакого блага. Конечно, каждый решает сам и делает свой выбор. Важно помнить, на что тратишь время. Башир Саутиев, Рамзан Мусаев, информационное агентство Грозный информ.